Мне нечего сказать, да, потом и говорю, да, на крупной терке. Красота. Красота. У меня голова болит. Суп поем, и у меня голова пройдет. Со вставной челюстью. Погрызу. Морковка твердая. И там первое в этом супе, и второе. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять на кухне. Будем готовить обед. Значит, будем готовить суп из фрикаделек. У меня, значит, здесь на столе фарш. Свиной фарш. Мы любим все из свинины делать и готовить. Так что свиной фарш где-то 400 грамм взяла. 3 морковки, луковицу. Половинку, такую большую луковицу. И картошка. Так, сначала я буду резать лук. Пожарить. И морковку тоже так же. Пока режу лук. Сергей снимает. Сережа снимает. Ох, как я не хотел уже. Я хотел, вернее, поздороваться. Думаю, это самое видео в основном пройдет без моего голоса, но... Да, без тебя. Маша скучновато. сказала... Не получается. Да, здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Я, как обычно, снимаю Машину. Стряпню. Стряпню как-то даже слово, ну, это не вырывается у меня. Готовку, скажем так. Потому что Маша вкусно готовит, мне нравится ее готовка. И стряпней, ну... В народе стряпуха говорят. Что потом? По-народному-то можно и стряпня. Короче, режем лук. Слез не пускаем. Да. Наши глаза выработали иммунитет. Так, включаем плиту. А ты уже плитку включила, да? Да. Ну, сначала Будешь? будем обжаривать лук. Лук уже накрошила я маленькими кубиками. Сейчас натерем морковку. На крупной терке. Ну да, на крупной терке. Мне нечего сказать, да, потом и говорю, да. На крупной терке. Суп хочу, да. Я суп хочу с фрикадельками. Давно уже не кушал я этот Нам суп. нравится. Да, очень вкусный. Фрикадельками. И с перцем. У меня голова болит. Я вот, у меня такое ощущение, что я этот суп поем, и у меня голова пройдет. Вот и быстрее нужно приготовить. Да. Ну, я как понял, эту морковку с луком сейчас будешь обжаривать, да? Да. Наверное, 2 морковки хватит. Это третья, наверное, лишняя уже получается. Третью я так буду грызть. Ну. Погрызешь. А, погрызу, да. Со вставной челюстью. Погрызу. Да. Чтобы не сломать челюсть. Морковка твердая. Не сломаю. Челюсть дорогая. Лук кладу. Так, пусть пока жарится лук. Да золотистого же надо. Ну так, немножко пожарим, потом морковку поставим. Положим. Кладу морковку. Ложим, значит, морковку. Так, обжариваем. Лук с морковью обжарила. Готово. Минут 10 наверное, прошло. Ну да, слегка обжарили немножко, да. Сейчас добавляем
кастрюлю воду. 2 литра. Так, 1 литр. Ну и 2 литр. Так, воду добавили. Включаю. Ставлю на 7. Так. И сразу же сюда морковку с луком кладу. Так, пусть закипает вода. Пока это закипает, мы будем готовить мясо. Фрикадельки будем готовить. У меня, значит, здесь свиной фарш. 400 грамм уже, Маша как-то говорила. Да, 400 грамм. Ну, я напоминаю. Посолю это. Да, как, где-то на каком-то видео в комментариях Маша сказали, что Маша слишком много соли ложит. Но дело в том, что я люблю соленое. Ну да. Я люблю соленое. Из этого и потом вот и... И все привыкли к моему вкусу. Но бывает, что он еще, когда ест, Я еще добавляю соли, да. да. Я еще вот добавляю соли. Так, и еще добавлю я приправу для свинины. Ну, это мы частенько добавляем. Ну, фарш свиной, соответственно, приправа. Да. Можно также, наверное, и для мяса добавить тоже. Ну, это... Но приправами не советую увлекаться. Лично мне, если когда перебор, тоже невкусно. Тоже, чтобы мясо, вкус мяса само чувствовалось. Без всяких приправ тоже охота. Раньше, если чисто, раньше, Маша, помнишь, наверное, в молодости, мы ели, как суп варили, килограмм мяса в чугун и картошки. И лучшего вкуса супа не было на белом свете. Вот такой вкусный суп. И там первое в этом супе, и второе, все в одном. И какой он замечательный, этот мясной суп из печки, которая томилась мясо в печке. Когда-нибудь сделаем и покажем. Конечно, вкус не можем передать. Так, Маша делает фрикадельки. Напоминаю, может, кто-то здесь забыл можно уже. сюда еще и лук добавить, но я что-то вот лук не накрошила. Можно еще лук добавить. Так лук у нас супер. Супер, ну да, Да. в принципе, суп это есть. Можно сюда еще лук, но без лука. Ну, показывай, Маша сырой фарш пробует. Я всегда пробую на вкус. Соленое, не соленое. Я не могу этот сырой фарш ни в коем разе пробовать. Маша пробует запросто. Нормально. Все, лепим комочки, да? Угу. Некоторые же кушают строганину, сырое мясо. Ой, строганину. Я ем строганину. И вкусно, Да, между а прочим. это Это строганина, да, она мерзлая. А вот я это не могу Очень вкусно. есть. Фрикадельки прибавляются, как патроны такие, как ядра маленькие. Вот. Где-то из 400 грамм или что ли мяса вот столько фрикаделек. Я думаю, это нормально будет для кастрюли. Угу. Готовы фрикадельки? Ну-ка я поближе поснимаю. Вот такие. Вот такие патрончики. О. Ну вот у нас бульон закипел. Кладем сюда картошку. И сразу же кладем сюда рис.
Рис я взяла 2 столовые ложки риса, помыла водичкой. Вот, и вместе с картошкой кладем рис. Так. И пусть на 10 минут. Пусть закипает. Так, солить после уже будем. Так, здесь пусть закипит 10 минут. Прокипит. А потом будем фрикадельки добавлять. Кладем фрикадельки. Кладу перец, горошек. Так, 4 штуки. Я в суп всегда горошек, перец кладу. И лавровый лист. Не очень большой, такой маленький. Суп посолим сейчас. Такой наваристый суп получился. Получается. Вкусно уже. Вкус уже есть. 15 минут пусть поварится до готовности. Ну, суп у нас готовый. Такой наваристый. Ну-ка поближе на камеру там черпаком покажи. Ох. Наваристый суп Да. такой. Будем обедать вкусным супом с фрикадельками. Так, это значит у нас суп готовый. А сейчас будем делать второе. Маша приступила ко второму блюду. У нас покупной рулет такой. Я так понял, что это с нашей Зеленецкой птицефабрики это такие рулеты выпускает. Куриная, понял так, что там куриная грудка в основном. И завернутая вот шнуром такие, там, что там, соль, сыр. Перец. Ну и перец, да. И вместе с картошкой хочет делать. Сейчас вот картошку прямо сразу вот так. Масло добавляем немножко, картошку. Это сырая картошка. Потом поперчим и посолим. Соли где-то чайную ложку надо сюда. На такое количество картошку. Немножко. Потом перемешай, да еще. Не все сразу. И лучок сюда же. Ну и да, лучок, собственно говоря. Рулет покупной, я не могу, как готовили его, я сказать, вернее, с Машей мы не можем, но, если честно, мы этот рулет первый раз готовим. Ну, первый раз купили и первый раз готовим. Что там получится из этого рулета? Ну, оно должно, там, рулет с сыром, он так называется. И вот картошкой так обложим. Сейчас поближе камеру, если получится. Вот так. С зеленью проблема у нас. Зеленью сейчас в деревне зелени нету. Достать. Надо бы, наверное, посадить самим. Главная задача это что у нас, чтобы это не то что готовилось, а даже зарумянилось, чтобы красивенько так. Включаем духовку. 200 градусов. Это все я сейчас заворачиваю в фольгу. А потом уже, когда будет полуготовности, убираем эту фольгу, ну, вернее, открываем, чтобы это все зарумянилось. Маша заворачивает. Вот такой конвертик.
плотненько. И в духовку отправляет. Там надо просто противень вытащить. Там нагревается без толку. Тут противень надо убрать. Сейчас это кладем в духовку на час. На час Пусть где-то, да? готовится. Ну, на час, да, примерно Ну, на час. если честно, мы же говорили, что это у нас первый раз. И мы не знаем, сколько это времени. Вот сколько времени пройдет, потом в конце скажем. Да, ведь, Маша? Да. Будем следить, как будет готовиться, как и что. Вот. Ну, на час. А потом... Друзья, мы вытащили через час. Вот так выглядит. И надо нам еще это, чтобы зарумянилось. Сейчас вот фольгу убрали сверху, то есть чем закрывали. Смазываем там соком, который выделил этот рулет, там курица, и это все смазываем. И отправляем уже не на крытом виде, вот так в духовку. Еще где-то на минут, сколько там, минут? 10-15. 10-15, чтобы уже зарумянилось это, все это дело. Вкусняшка будет готова, да, Маша? Очень вкусно будет. Надеюсь, что вкусно будет. Да. Запах приятный. Аромат. Аромат. Исправляет все время. Молодец. Ну, друзья, вроде время подошло. И посмотрим там, как и что там зарумянилось, не зарумянилось. Ну, хоть бы слегка зарумянится. Приготовиться-то она приготовилась уже, но есть румянец, как это нету. Ой, смотрите, как шикарно выглядит. О, вот это, да. На, смотрите. Сейчас шкварчит еще. Вкуснота. Красота. И здесь красота, вкуснота. И там. Красота, вкуснота, хозяйка. Вкусно ведь, ароматно. Запах. Ой, аромат. От сыра, наверное. Давай вот эти От ниточки перца. надо убрать. Вот эти ниточки, что завязаны. Ниточки-то не будем кушать. Это все убираем. Ну и будем приступать к обеду. Там у нас суп из фрикаделек и вот такое второе. Все. Ну что, суп еще горячий. Не успел еще остыть. Ух, наваристый такой бульон. С фрикадельками. Ух. И сейчас еще второе Маша положит. И вообще будет шикарный. Обед, или как это уже назвать-то? Мы не обедали сегодня еще, да? Как будет обедом? Да. И он на второе. На второе сейчас я поближе к камеру. Будет как масса. Небольшой кусочек мяса. Ох, рулет. Мясо приготовилось, да. Очень мягко режется так. И даже 1/3 часть вот этого, что ты порезал. 1/3 мне. Вот другой кусочек, который под рукой. Сочнее брать, более сочнее. Его положи. Ох, и картошечки. Вообще вкусняшка. Все, хватит. Вот такая вкусняшка. Сейчас надо полить еще вот этим соком. Если зелень была бы, конечно, придется сажать. Зелень. Зелень нету. Сюда полей, пожалуйста, вот сок из этого. То, что напротив мне там сок есть. Придется Сок сажать выделился. зелень. И вот этот сок надо сейчас немножко полить. Вот. О. Все. Шикарно просто. Шикарно. Сейчас мы будем кушать уже. Ну что, друзья, пробуем, конечно. Да, я уверен, что он вкусный очень, этот суп.
Вкусный, вкусный. Я же знаю. Я, наверное, еще Просто великолепный. буду перчить суп. А, перец чуть-чуть слабоват, да? Ну, Чуть-чуть. Все. ну вот так вот. Так, наверное, еще вкуснее будет. Очень, очень вкусный. Когда с перцем. Рис такой, это, дает наваристость. Мгм. Наваристость рис дает, и очень вкусно получилось. Мы с фрикадельками суп вроде уже варили. Это было надо по-другому. Но там по-другому там было. Мгм. Очень вкусно. Ура. Давай-ка я сразу попробую, чтобы не утомлять наших зрителей. Как тарелку супа, пока будем кушать, я попробую рулет этот. Рулет куриный с сыром. Ну, и как вкус. Готовы? Это курица. Рулет готов, да. И картошка горячая. Соли хоть хватает, нет картошка. Все нормально, все нормально. Отлично даже. Не просто нормально, отлично. Тряхнула с перцем. Вкусно. Да. Рулет тоже вкусный. Очень даже. Немного отвлекся от супа, сейчас буду суп доедать. Ну а на этом, друзья, я заканчиваю этот фильм. Все получилось отлично. И суп с фрикадельками, и рулет, рулет покупной, сразу говорю, там это из грудки куриной. То есть грудка куриная, обвязанная каким-то там сыр там внутри был, ну и приправы там. В составе мы почитали. Так-то это Зеленецкая фабрика, нашей Комы Зеленецкая фабрика делает. Все отлично. Картошка приготовилась супер. Картошка, да, вкус картошки Очень, идеальный. очень вкусно. Это все пропиталось таким Лук и сырным соусом, Соусом, таким, да. да. Все пропиталось очень-очень вкусно. Делайте так, друзья. И всем говорю спасибо, кто нас смотрит, кто поддерживает, так сказать, кто был с нами и будет в дальнейшем. Всем большое спасибо. Ставим лайки Маше за такие вкусняшки. Мне лично понравилось. Я ставлю 2 лайка даже. Вот. Большое спасибо. Ну, а на этом заканчиваем фильм. Всем пока, говорим. Да. Всем пока. До свидания. Да. До новых встреч, до новых видео на нашем канале, на нашей кухне. Угу. Шутками, прибаутками, с веселым настроением. Мы всегда перчим, так сказать, наши блюда. Вот так. Начинаем. Начиняем. Улыбками и хорошим настроением. Угу. Все. Пока. Всем пока.